актуальность и важность поставленной задачи прошу вас рассмотреть вопрос о создании во всех муниципальных образованиях Республики Ингушетия зональных центров подготовки граждан к военной службе. Благие начинания, как правило, гарантируют и благой итог. Эта прописная истина служит собравшимся круглого стола, как ориентир к достижению общего успеха в деле формирования духовной и нравственной составляющей молодого поколения. Здесь в формате живого диалога озвучивают идеи и мнения, а также стратегию развития Центра патриотического воспитания Терский хребет. Данный центр был создан по поручению главы республики. 21 у нас было открытие. После открытия мы провели уже несколько мероприятий. Даже возьмем круглый стол. Круглый стол у нас уже второе мероприятие. На первом мероприятии у нас присутствовали даже представители Азербайджанской республики. Проводим тут уроки мужества. Выработать план мероприятия на 2020 год, такие как межрегиональный патриотический слет, посвященный Великой Отечественной войне и памяти павших в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции в 1942-43 годах. В планах и проведение массовых экскурсий для детей, включить в культурную программу, например, выставки картин ингушских художников и концертные программы филармонии. Нам хотелось услышать предложения тех организаций и учреждений министерств, которые отражены в федеральной программе, которая была принята правительством Российской Федерации с 2016 по 2020 год. Памятные мероприятия следующий год планируют организовать с привлечением сил и средств Министерств культуры, спорта и туризма, а также образования. Всех активистов, неравнодушных к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Символично и то, что 2020 год президентом Владимиром Путиным объявлен годом памяти и славы. Хочу подчеркнуть то, что центр открылся в очень сжатые сроки, то есть руководство района поставили уже перед нами такую задачу. Вот за 2 недели в очень сжатые сроки мы сумели организовать этот центр, открыть музей при нем, музей военных артефактов, очень интересный. Кстати, к нам уже даже из соседних регионов приезжали делегации посмотреть именно эту экспозицию нашу. Очень много мероприятий, вот даже за месяц, который мы существуем, да, месяца еще даже и нет, мы провели около 5-6 мероприятий, в том числе уроки мужества, в том числе экскурсии для и учеников, и вот приезжих. Это тоже были поисковики из Кабардино-Балкарии, которые с таким чувством уехали от нас, честно говоря, в таком приподнятом настроении. Первый региональный центр патриотического воспитания молодежи в республике начал работу только в прошлом месяце и еще не успел сформироваться полностью. Как отметили собравшиеся, определенная методика и программа по развитию центра пока не разработана, но задача уже поставлена – заполнить проблемы в кратчайшие сроки. Светлана Томова, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.